большая, огромная разница. Я вот чеченец, а также те люди, с кем я общаюсь, чеченцы, мы никогда не забудем то, что делали с нашим народом, сделали с нашим народом. В течение последних 2 войн русские оккупанты убили свыше 300 тысяч мирных жителей. И как можно это все забыть и дружить с Россией? Там, пойти умирать за этого шизофреника Путина. Вот что нас различает. Вот эти пехотинцы Путина, мы их, да, не хотим, сами не хотим даже называть чеченцами. Как может чеченец или там другой представитель другого народа забыть то, что делали с их народом? Таких людей везде называют предателями. Это предатели. И я, наверное, не только наверное, а вот уверенно даже скажу, что я больше презираю их, чем вот врага. Сначала их презираю, этих предателей, а потом уже врага. И я уверен, что они понесут наказание в первую очередь от чеченского народа. Все то, что они делали за все это время, за время правления Путина, а это пытки, убийства, издевательства, унижения над чеченским народом. То есть эти отщепенцы, эти предатели чеченского народа притесняли мирных жителей. Вот. Даже приведу примеры. Ну, я веду такую активную публичную деятельность, высказываю свое мнение, и никто меня не остановит, и я буду продолжать это дело. Вот. И, конечно же, вот эти предатели там, в лице Кадырова, там, Делимханова, там, Даудова, ну, там список большой, вот, им это не нравится, когда люди говорят правду, будь это я, будь это простой чеченец. И они пытаются заткнуть нас и делают все, чтобы мы остановились. Даже были такие случаи, когда они пытались кого-то убить, активиста чеченского. Скажем, в Швеции, там, в Германии убили, потом во Франции убили, в Турции убили. То есть посылают киллеров, платят им деньги, пытаются нас остановить. Но не будет нас, будут другие. Вот этого они не могут никак понять. Мы будем продолжать нашу борьбу. И сегодня я стою рядом с украинским народом и буду стоять до конца. Я буду делать все для этого народа, все, что от меня зависит. И буду призывать своих братьев, чеченцев, чтобы они стояли с этим народом, украинским народом.